О самых заметных событиях пятницы, 29 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Вы смотрите итоги дня, и вот основные темы выпуска. Продолжаются работы по тушению пожара в Мирнинском районе. Привлечены дополнительные силы и техника. Дети из пострадавших от паводка населенных пунктов Кобяйского и Верхоянского районов отдыхают в лагерях столицы республики. В Нерюнгри проходит первый этап межведомственной акции «Вода. Безопасная территория». Незрячий пенсионер месяц прожил в старой сломанной машине. Наши корреспонденты узнали, почему так получилось. Сборная Якутии открыла медальный зачет в 7-х международных спортивных играх «Дети Азии». Состоялось заседание оперативного штаба по лесным пожарам в республике. Лесопожарная обстановка на сегодня остается сложной. Меры по тушению принимаются по 25 лесным пожарам на площади 14 950 гектаров. Наисложнейшая обстановка остается в тех районах, где действуют лесные пожары в непосредственной близости от населенных пунктов. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Мирнинском районе. Это связано с потенциальной угрозой лесным пожарам населенному пункту Арылах. Также такие же потенциальные угрозы, то есть мы подразумеваем, что это лесные пожары, действующие в 20-километровой зоне от населенных пунктов. Такие населенные пункты, где рядом действуют лесные пожары, это в Среднеколымске, это Налимск, сохраняется потенциальная угроза. Также по погодным условиям отмечается сильный прогрев воздуха, и в связи со сменой заходом фронта дождевого, в частности в Мирнинском районе, повышенная ветровая нагрузка. Между тем, авиация продолжает проводить сброс воды на очаг возгорания в населенном пункте Арылах Мирнинского района. Так, в борьбе с огнем используются самолет-амфибия Б-200, а также вертолеты Ми-8 и Ми-26. На земле работу по недопущению переброса огня через реку на территорию села ведут сотрудники МЧС и добровольцы. Их силами ведется и круглосуточное дежурство. Местность у нас непростая, у нас очень много, болотистая местность, сами понимаете, да, вспыхивает даже из того, что тлеет. У нас с утра, с 11 утра, с 11 утра у нас и Б-200 работает 2 вертолета, они пересменно каждые 40-30 минут по местам очага наливают, выбрасывает, сброс воды идет. Там жители Арылаха очень много добровольцев. 75 это те, которых я знаю, но я не считаю тех, кто стоит на дозоре около своих домов многоквартирных. Тем временем самолет из Красноярска с 78 работниками лесопожарных формирований прибудет на тушение лесного возгорания в селе Арылах сегодня вечером. По оперативной информации, сейчас на тушении работают 146 человек и 33 единицы техники. Продолжают работу вертолеты с водосливным устройством Ми-26 и Ми-171. Глава Мирнинского района Александр Басыров после встречи с пострадавшей семьей, которая находится в профилактории «Горняк», уехал для работы в село Арылах. Между тем, самолет Б-200 направили в Сунтарский район Якутии. Как сообщила руководитель пресс-службы МЧС Ксения Рахматуллина, такое решение приняли в связи с ухудшением ситуации в селе Нахара. В Мирнинском районе продолжают работу вертолеты Ми-8 компании «Алроса» и Ми-26 МЧС России. Воздушные суда сбросили на местах пожаров 270 тонн воды. На данный момент из-за плохой видимости работа авиации приостановлена. В Якутск направляется Ил-76 с более чем 100 профессиональными лесными пожарными разных подразделений на борту. Минэкологии республики сообщает, что в связи с установлением 4-й, высокой и 5-й чрезвычайной степеней пожарной опасности принято решение с 27 июля сроком на 21 день ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств. Также приостановят проведение определенных видов работ в лесах. Исключение составили сквозной проезд по дорогам общего пользования, а также лесные проезды. Данные ограничения не распространяются на осуществление работ по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе по тушению лесных пожаров, а также сотрудников правоохранительных
органов и органов государственного контроля и иных должностных лиц, задействованных в контрольно-надзорных мероприятиях. Ускорить работу аварийно-восстановительных работ последствий дождевого паводка в Верхоянском районе. Сегодня такое поручение дал первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в ходе рабочего совещания. В ходе работы комиссии отчитались главы муниципальных районов и руководители министерств. Особое внимание поручено уделить выплатам жителям пострадавших населенных пунктов от последствий паводка. Напомню, для экспертизы направлены технические документы, локально-сметный расчет поврежденных социальных объектов и жилищного фонда, по которым будет определен фактический ущерб. Ускорить работу по подготовке первичных документов. То есть это сметы, которые должны быть утверждены, пройти оценочную оценку региональным центром ценообразования. Это в первую очередь, чтобы определить стоимость восстановительных работ и направить средства. Дети из пострадавших от паводка населенных пунктов Кобяйского и Верхоянского районов отдыхают в лагерях столицы республики. В центре Сосновый Бор 157 детей, в республиканской специальной коррекционной школе-интернате 119 детей и в лагере «Связист» 24 ребенка. Стоит отметить, что проводятся все меры поддержки детей, прибывших на отдых и оздоровления. В том числе ребята получают полноценное, сбалансированное пятиразовое питание, сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Для детей также разработали программу обучения и отдыха, проводят различные обучающие кружки, мастер-классы и квизы. Так, например, в Сосновом Бору дети стали участниками 5-й республиканской танцевальной смены. Вести занятия будут лучшие хореографы. Планируются мастер-классы по 6 направлениям современных видов танца. Заготовку сена организовали на отдаленных угодьях в Верхоянском районе. Мобильные бригады выезжают на участки. Глава администрации Верхоянского района Гаврил Чириков сообщил о том, что в селах Суардах и Бетинкёс организовали закуп пиломатериалов. Во всех наследях сформированы строительные бригады. По информации министра строительства Павла Колотчанова, общая потребность в строительных материалах для восстановительных работ и расселения из аварийных многоквартирных домов составляет более 273 тонн. 31 июля автотранспортом направят первый груз. Остальные пиломатериалы доставит Якутоптторг. Незрячий пенсионер месяц прожил в старой сломанной машине. Раньше работал дальнобойщиком. Сейчас он находится в офтальмологической больнице, проходит обследование и готовится к операции. Как складывается судьба Владимира Новака, расскажем в следующем сюжете. 63-летний Владимир Новак попал в тяжелую жизненную ситуацию. Летом прошлого года, будучи еще зрячим и с крышей над головой, подрабатывал на стройке, помимо основной работы. Их бригада разбирала дом, крыша обрушилась прямо на него. Плита вот так вот стала, одной стороной уперлась в стенку, другой в пол. Плашмя не упала, если плашмя упала, меня бы там как муху раздавило бы этой плитой. Он пролежал там сутки без сознания, и спустя год начались проблемы со зрением. Сейчас пенсионер видит только силуэты. В этом деревянном бараке Владимир снимал квартиру, а затем хозяйка решила продать ее. Тогда его позвал к себе сосед, который предоставил ему комнату. Месяц назад у пенсионера случился гиповоламический шок. Его увезли в реанимацию. После этого в дом попасть он не смог. На сегодняшний день у Владимира Новака есть только старый автомобиль «Волга», стекла которой поразбивали местные хулиганы, когда он лежал в больнице. В ней лежат его последние пожитки – посуда, одеяло и радио на солнечных батарейках. Благодаря публикации в средствах массовой информации о его проблеме с жильем и здоровьем узнали многие. Он получает пенсию, он работал. У него действительно такая добросовестная трудовая биография. Он действительно работал и жил по-человечески. Мы сегодня обратились в адрес Министерства труда и социального развития республики, потому как видим, что гражданин находится в тяжелой жизненной ситуации. Когда наша съемочная группа подъехала на место, на окне машины было оставлено письмо. Его написали новые хозяева той самой квартиры, которую он снимал. В Инстаграм зашла, увидела о том, что дедушка нуждается в жилье. Мне его стало очень жалко. Мы своими силами, своей семьей, чем сможем, тем и поможем. Можем принести его, покормить. То, что он получает пенсию, пускай он проживает на нее. Вкладывает свои эти деньги только на себя, и нам ничего платить, собственно, не нужно. Мир не без добрых людей. Владимир после операции на глаза планирует устроиться на работу сторожем или дворником. Благодаря отзывчивости людей судьба человека изменилась и обрела смысл. Светлана Амосова, Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Артем Алексеев, Якутск.
В Хангаласском Улусе идет капитальный ремонт 2 больниц, а также идет подготовка к строительству нового здания врачебной амбулатории в селе Улаханан. Подробности в ходе работы узнала Виолетта Засимова. Капремонт основного здания Махсоголовского отделения Хангаласской районной больницы идет 2-й год. В прошлом году были полностью заменены кровля, система отопления, водоснабжения и канализация. Нынче ремонтируют 2-й этаж здания. У нас здесь 4 подрядчика. Выполняются отделочные работы по помещениям, по коридору. Значит, это чистовая отделка стен, замена оконных блоков, замена дверей, потолок и пол. Например, на стенах здесь современный материал, называется мультиплит. Это гипсокартон с полимерным покрытием, который не требует ни покраски, очень хорошо моется и очень хорошо подходит для медицинских организаций. В Актемском отделении иной вид работ. Здесь демонтировали радиаторы, меняют тепловые сети, скоро будут устанавливать новые автономные газовые котлы. Ранее, значит, у нас отопление в здании Актемского отделения обеспечивал организация «Хангаласский газстрой». Они располагались в пристрое в отдельном. Там стояли котлы газовые и емкости для воды. Сейчас мы полностью переходим на индивидуальное отопление, потому что это приведет к экономии средств. Где-то в год мы будем около 2 миллионов экономить за счет этого перехода на индивидуальное отопление. А в селе Улахан до конца года построят новое модульное здание врачебной амбулатории. Сейчас местным медикам приходится принимать больных в старом деревянном здании 1985 года постройки, которое признали аварийным еще до пандемии. Средства на строительство нового здания в размере 10 миллионов рублей были выделены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения за высокие показатели по вакцинации взрослого населения против COVID-19. Мы с населением очень хорошо проработали. Все этим по WhatsApp написали. Даже вышли на телевидении местном, которые выступали в несколько раз в школах. И по домам ходили, делали прививки. Все объяснили, что в чем. И они... Мы очень благодарны этим, что это население, что нас понимали, эти пришли на вакцинацию. Новую амбулаторию построят рядом с нынешней. Уже привезли материал для отсыпки. Скоро объявят аукцион для поиска подрядчика. В эксплуатацию запланирован до 1 декабря этого года. Виолетта Засимова, Хангаласский Улус. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки госпитализировано 102 человека или 98 от общего количества выявленных случаев. За сутки их было 104. 56 заболевших зафиксировано в столице региона, 8 случаев заражения в Мирнинском районе, 7 в Верхневилюйском. Еще в 17 районах республики выявлено от 1 до 5 случаев заражения COVID-19. На данный момент ситуация по эпидемиологической ситуации неблагоприятная, поэтому проводится экстренная профилактика. Основными показаниями вакцинации против ковид является у кого есть хронические заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, ХОБЛ, бронхиты, пневмония, также сахарный диабет, также при сердечно-сосудистых заболеваниях. Им обязательно нужна вакцинация. Между тем, лето этого года проходит для олекминчан достаточно спокойно. Случаи заболеваемости ковидом единичные. Тем не менее, медики напоминают, расслабляться не стоит. В этом году впервые за 2 лета люди получили возможность ходить без масок. Каникулы. Достаточно серьезная работа, проведенная за это время оперштабом республики и медиками, дала возможность не только вздохнуть полной грудью, но и создать иммунную прослойку, ослабить вирус. Сегодняшний день у нас в Алекминском районе стационарное лечение получает 2 пациентов, 2 сельских. И на амбулаторном лечении находится 3 детей. Все городские. Да, действительно, сейчас заболеваемость низкая, но у нас это как ежегодно наблюдается. Летний период низкая, потом начинается уже с осени подъем заболеваемости, потому что сезонный подъем и ОРВИ. Тем не менее, медицина советует быть осторожнее. Осень – период традиционного подъема заболеваемости. Перевакцинироваться можно любой вакциной. На сегодня у нас имеется 2-й компонент гамма-ковида.
им можно ревакцинироваться переболевшим и вакцинированным, ранее уже вакцинированным лицам. Сейчас лучший период для ревакцинации. Кстати, не стоит отмахиваться и от некоторых гигиенических навыков, наработанных за тот период. Регулярное мытье рук вреда никому не причинило. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Нерюнгри проходит первый этап межведомственной акции «Вода. Безопасная территория». Главная задача – снижение происшествий на водных объектах и повышение уровня культуры безопасного поведения на воде. Сотрудники МЧС проводят профилактическую работу не только с детьми, но и со взрослыми. Все подробности в материале Ирины Ждановой. Именно в летний период времени увеличивается количество несчастных случаев, где пострадавшими являются дети. Поэтому профилактическая работа проводится в летних лагерях, организуется патрулирование по водным акваториям и осуществляются рейды по выявлению несовершеннолетних, которые находятся на водоемах без сопровождения взрослых. В этом году Южную Якутию лето балует теплой погодой. Любимое место отдыха нерюнгринцев – берег реки Чульман и водохранилище. Но в этом году на водных объектах района произошло 4 происшествия, в которых пострадало 4 человека. Для обеспечения безопасности в этих местах работают межведомственные профилактические группы. Совместно у нас с сотрудниками МЧС проводится межведомственное патрулирование водных объектов для установления несовершеннолетних, находящихся на открытых водных водоемах, без сопровождения своих законных представителей, для последующего привлечения их родителей к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 Кодекса административных правонарушений. Основная причина несчастных случаев – купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, ледяная вода и быстрое течение. Для выработки дополнительных мер безопасности усилена профилактическая работа. Установлены знаки, работает патруль. Для обеспечения безопасности граждан на водных объектах проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан на водных объектах. Инспекция ГИМС МЧС Республики Саха-Якутия призывает граждан соблюдать правила обеспечения безопасности на водных объектах. Призываем не отпускать детей без сопровождения взрослых. Помните, что купание в состоянии алкогольного опьянения является основной причиной гибели людей на водных объектах. Нетрезвым гражданам грозит административный штраф от 500 до 5000 рублей. Несовершеннолетним находиться у водоемов без сопровождения взрослых запрещается. Также осуществляется надзор за маломерными судами и проводятся беседы с отдыхающими. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Активисты велосипедного движения встретились с мэром столицы республики Евгением Григорьевым и договорились о совместном проведении 4 сентября Дня велоспорта в рамках празднования Дня города и столетия Якутской АССР. В связи с ростом количества велосипедистов растет и количество травм, ДТП и новичков, которые не знают правил дорожного движения и игнорируют рекомендации по ношению индивидуальных средств защиты. Поэтому, как отметил Евгений Григорьев, власти Якутска заинтересованы в повышении уровня грамотности велосипедистов. Также мэр предложил провести гонку «Критериум» на проспекте Ленина в рамках празднования Дня города 10 сентября. Велосипедисты планируют провести в день велоспорта и шоссейную гонку со 126 по 26 километр Вилюйского тракта, где примут участие сильнейшие активисты движения со всей республики, а также более массовую гонку на горных велосипедах в районе птицефабрики и Чочурмурана. Футбол – командный вид спорта, в котором молодое поколение активно развивается. Взаимодействие с командой, быть внимательным, проявлять лидерские качества, правильно реагировать на поражение. Все это про футбол. Как юные футболисты проходят отбор в следующем материале. На сегодняшний день в школе с учетом филиалов состоят порядка 700 детей, которые разбиты на 10 возрастных групп. Стоит отметить, что тренируются не только юноши, но и девушки. Для них организованы отдельные группы. Процессом обучения руководят 15 грамотных тренеров, среди которых есть специалисты с лицензией всероссийского уровня. Тренерский штаб школы развивает детей не только в физическом плане. Задача вообще нашей школы – это воспитать не просто спортсмена, а воспитать человека, который готов ко всему в нашей жизни и быть конкурентоспособным во всех сферах, не только в спорте. Каждый юный футболист мечтает о спорте высших достижений и о победах на российских аренах. Школа дает такую возможность. Так, лучшие воспитанники учреждений представляют и республики на Дальневосточной лиге, соревнуясь в разных городах страны. В будущем наши воспитанники будут принимать участие
в дальневосточных соревнованиях, всероссийских, а также сейчас идет у нас новый проект, который с прошлого года внедрил Российский футбольный союз. Это Дальневосточная футбольная лига. Мы к 2024 году должны у себя создать профессиональную футбольную команду. Поэтому все дети, которые сегодня у нас участвуют в ИФЛ, это 2006 год, 2007 года рождения ребята, на них сегодня у нас основная цель с этих ребят составить основной костяк профессиональной команды по футболу. Отметим, что тренировки проводятся на свободной основе. Отбор школы начнется с 1 августа и продлится до 30 октября. Алексей Степанов, Георгий Григорьев, Якутск. Во Владивостоке завершился первый соревновательный день игр «Дети Азии». Сборная Якутии открыла медальный зачет. Первую бронзу республике принесли пловцы. Подробности в материале Александра Хавренко. Как рыба в воде. Теперь эту фразу можно вполне относить к Владиславу Адасько. Сегодня, в первый день соревнований 7-х международных спортивных игр «Дети Азии», Владислав Адасько принес в копилку сборной первую медаль – бронзу в плавании. Несмотря на то, что игры детские, страсти на дорожках бассейна «Олимпиец» разгорались вполне себе взрослые. Временами от заветной медали спортсменов отделяли сотые доли секунды. Пловцы сборной Якутии выступали почти во всех дисциплинах, но по результатам соревнований занимали не выше 4-5 строчки. И, наконец, на дорожку вышел Владислав Адасько. И в коронной для себя дисциплине на спине прошел дистанцию и показал третье время на финише. Есть первая медаль в копилке. Я очень горд выступать за Якутск. И для меня честь, огромная честь стать первым медалистом в своей республике. Для своей команды я принес целую медаль. Я знал, что медаль будет моя, но на табло посмотрев, там были только 3 результата. Но какая именно, я не знал. Было обидно, конечно, узнать, что я третий, но будем работать. Как рассказал Владислав, первой после финиша ему позвонила и поздравила с медалью сестра, прославленная якутская спортсменка, легкоатлетка Диана Адасько. Похоже, в семье теперь 2 прославленных атлета. Но на этом соревнования не заканчиваются. И пусть сегодня у нашей сборной только 1 медаль, она, уверен руководитель команды, вдохновит наших ребят на новые победы. На данный момент, конечно, у нас еще Лапшин Алексей, надежда на медаль. Ну и девочки, конечно же, тоже мы считаем, что вот сегодня, вот буквально говорю, вот Норкина Дарья немножко, буквально немножко не получилось у нее. Надеемся, что будет еще медаль у нас, и не одна. Нам же остается пожелать нашей сборной удачи и болеть за ребят из Якутии. Александр Хавренко, Лидия Гасамбалаева, Владивосток. Золотая тройка. Мирнинские боксеры впервые привезли медали с 8-х спортивных игр народов Якутии. Подробности далее. На ринге первая пара боксеров. В красном углу представитель Мирнинского района Рустам Туприн. И ему будет противостоять представитель Намского улуса Рустам Дьяконов. Прессинговать и зажимать канатом своего оппонента Мирнинец начал в первые же секунды. Он заряжен, летит и нацелен только на победу, говорят комментаторы. И вот, не уступая сопернику, все 3 раунда золото у сборной Мирнинского района. Вот он, первый чемпион 8-х спортивных игр народов Республики Саха по боксу. В этом бою и чемпионом 8-х спортивных игр народов Республики Саха завоевал боксер красного угла. А так, заглушая слова судьи, мирнинские болельщики срывались на крик и болели за наших ребят за рингом. Сами боксеры признаются, поддержка с трибун 50% залога победы. Именно это и помогало Ивану Ерыгину, еще одному чемпиону в боксе. Он почти поставил точку на спортивной карьере, и вся подготовка – это редкие тренировки, зарядка и бег. И именно шикарная команда дала ту уверенность в себе. Лично меня, так как было очень короткое время для подготовки, ну и большой перерыв между боями, требовалось очень, была очень психоэмоциональная такая нагрузка высокая, чувство ответственности, так как там многие возлагали надежды после долгого перерыва. Очень сильно меня подбадривала наша команда. Они поднимали дух боевой, и всех остальных наших участников. Это было видно по проведению боям в ринге. Это было заметно очень. Чемпиона завоевал боксер синего. Поздравляем Ивана Ерыгина.
На 8-х спортивных играх народов Саха мирнинские спортсмены за всю историю бокса заняли общекомандное первое место. В их копилке 3 золотых и 1 бронзовая медали. Кто-то, понятное дело, не может тренироваться на постоянном режиме, кто-то после работы приходит на тренировки. Но то, что они находят в себе силы выступать и конкурировать с более молодыми спортсменами и завоевывать первые места, я считаю, они заслуживают максимальной благодарности. Сейчас боксеры находятся на учебно-тренировочных сборах в Новосибирске, готовятся к всероссийскому турниру класса А. Они пройдут с 1 по 7 августа в Нерюнгри. Именно там и решится, отправятся ли наши боксеры на чемпионат России. Юлия Сундукова, Анна Брянская, Артур Голиков, медиакомпания «Алмазный край». И в завершение о погоде. По данным Якутского управления гидрометеослужбы, 1 и 2 августа в Намском, Усть-Салданском, Чурапчинском районах ожидается установление чрезвычайно высокого 5 класса пожароопасности. В ближайшие сутки 30 июля в Алданском, Нерюнгринском, Алекминском, Ленском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхоянском и Аймиконском районах местами ожидаются кратковременные дожди количеством осадков 11 мм и более, а местами грозы с порывистым ветром до 15-18 метров в секунду. Что касается погоды в Якутске, то 30 июля ожидается погода преимущественно без осадков. Днем дым, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Ближайшей ночью в столице плюс 16-18 градусов. Завтра плюс 30-32. Что ж, такими были итоги дня. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь и до встречи в эфире.